Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем подробности смертельной аварии в Лаишевском районе. Ровно идет человек. Резко газует и влево на машину. Водитель внедорожника скончался в результате лобового столкновения с КАМАЗом. Покажем последствия столкновения «Тойоты» и «Митсубиси» на улице Восстания. Он не ехал, он летел. Он прям очень сильно летел. Пострадали 2 человека. А также состояние сбитого поездом подростка, упавший на дорогу груз и задержание 17-летней помощницы мошенников, забиравшей деньги у обманутых пенсионеров. Я в то время не знала, что это незаконно. Это и не только. Прямо сейчас. 57-летний водитель внедорожника «Танк» скончался в результате лобового столкновения с КАМАЗом на первом километре автодороги Сокуры-Кирби в Лаишевском районе. Удар был очень сильный. После столкновения оба автомобиля вспыхнули. Очевидцы оттащили иномарку от грузовика и стали тушить разгоревшееся пламя. Как рассказали свидетели случившегося, водитель внедорожника первые минуты после аварии был жив, но от полученных травм вскоре скончался. Кирбя уже в деревне себе с работы уж возвращался человек. Друзья и соседи водителя внедорожника, как узнали о случившемся, тут же примчались на место аварии. Что произошло, рассказал водитель КАМАЗа и очевидцы. По их словам, водитель иномарки ехал по своей полосе. Скорость была небольшая. Но вдруг за 1,5-2 десятка метров до встречного грузовика резко ускорился и выехал на встречную полосу. Почему, понять никто не мог. Видимо, с человеком что-то может случилось. Ровно идет человек. И резко газует и влево на машину. На здоровье вообще как-то жаловался, нет? Нет, так Сразу после столкновения автомобили загорелись. Очевидцы для избежания худшего растащили машины и стали тушить разгоравшееся пламя. Водитель внедорожника, как рассказывают, сразу после столкновения был жив, но вскоре скончался. Водитель КАМАЗа не пострадал, хотя и ударился головой о лобовое стекло. Грузовик принадлежит организации. Водитель об ущербе не беспокоится. Уверяет, его вины нет. И как-то избежать аварии он просто не мог. Как рассказали друзья погибшего, внедорожник он купил совсем недавно, месяца 3 назад. А машину давно купил? Недавно. Новая машина. Водитель грузовика рассказал, ни внедорожник, ни его водителя раньше никогда не видел. Хотя и успел узнать уже после аварии, что они ровесники. И погибший родом из Аксубаевского района, как и он сам. И только после осознал, что знакомы они были почти всю жизнь. Какой деревня? Еврейдан. Еврейдан? Какой? Я тоже еврей же. Ну какой еврей? Самат. Самат? Да. Самат? Да. Из одной деревни? Да. Из одной деревни. Тоже Самат зовут. Вместе учились? Да. Вместе учились. Сейчас по факту гибели человека в результате аварии правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают, почему мужчина совершил такой резкий маневр. Вероника Гайнудинова, «Вызов 112». Бездыханное тело женщины обнаружили пожарные сегодня утром во время тушения огня в одном из домов на улице Адаратского в Казани. Горели вещи и мебель в комнате двухкомнатной квартиры на 6-м этаже 9-этажного дома. В подъезде было сильное задымление, и не все жители верхних этажей смогли самостоятельно эвакуироваться на свежий воздух. Сотрудники пожарной охраны с 8-го этажа с помощью кислородных масок вывели на улицу 3 человек, отрезанных густым дымом от путей эвакуации. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Причины возгорания и личность погибшей женщины сейчас устанавливаются. Врачи борются за жизнь 15-летнего подростка, сбитого поездом недалеко от железнодорожной станции «Высокая гора». Увидев на путях человека, машинист пытался экстренно затормозить. Однако наезда избежать не смог. Мальчика с различными травмами госпитализировали в ДРКБ. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в отделении нейрохирургии. Следственный комитет на транспорте проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Планируется проведение ряда экспертиз, после получения результатов которых будет дана правовая оценка действиям ответственных работников железной дороги.
Два человека, 12-летняя девочка и 72-летний мужчина, пострадали в результате столкновения Тойоты и Митсубиси Паджеро на перекрестке улиц Восстания и Васильченко. Оба пострадавших были пассажирами. Девочка ехала в легковушке, мужчина во внедорожнике. Водители травм не получили. Оба уверяли, двигались на зеленый сигнал светофора и в аварии обвиняли друг друга. Ну, у меня сначала красный горел, я потом поехал. Женщина, водитель Тойоты, уверяет, правил движения она не нарушала. Ехала по улице Восстания в сторону Горьковского шоссе. И на перекрестке с улицы Васильченко в водительскую сторону ее автомобиля въехал внедорожник. Тойота праворульная, подушки безопасности сработали. Травм женщина не получила. Остановилась, врезавшись в сугроб на противоположной стороне перекрестка. Говорит, повезло, что не было столкновения с другими машинами. В случившемся считает виновным водителя Митсубиси. Он ехал, наверное, завершающий зеленый или вообще уже на красный даже. Он не ехал, он летел. Он прям очень сильно летел. Я его видел, что он летел. Даже ничего не смогла сделать уже. Водитель внедорожника уверяет, на зеленый ехал именно он. Откуда перед его автомобилем появилась легковушка, не понимает. Предполагает, что она могла ехать ему навстречу по улице Кулахметова и на перекрестке повернуть налево. Хотя такой маневр тут запрещен. Я ее вообще не увидел, если честно. Мы ехали на вашей здесь машину. Я проезжаю, и вот здесь, не знаю, как она появилась там, может она отсюда выехала, я не знаю. Это все надо смотреть по камерам. В результате аварии пострадала 12-летняя девочка, пассажир Тойоты. Она сидела сзади. Прибывшие на место врачи скорой помощи приняли решение о ее госпитализации. А что с ребенком, не сказали в больнице? Пока нет. Травмы получил и 72-летний пассажир внедорожника. Его также доставили в больницу. А вот пассажир, да, пострадал? Да. Сильно? Ну нет, у меня гематома такая, синяк. Он в 7-й больнице сейчас. Обоих пострадавших после осмотра и оказания первой помощи врачи отпустили из больницы на амбулаторное лечение. В госпитализации никто из них не нуждался. По предварительной версии автоинспекторов, на красный свет выехала женщина-водитель Тойоты. Но окончательно степень вины каждого из водителей будут определять на разборе в ГИБДД. Рамиль Шайдулин, вызов 112. Листы гипсокартона и ОСБ плит вывалились сегодня днем из грузовика на проезжую часть улицы Васильченко. По счастливой случайности тяжелый груз при падении не повредил едущие рядом автомобили. Почему и как поддон со стройматериалами выпал из кузова, водитель рассказать отказался. Выпавшие стройматериалы поспешили убрать с проезжей части, чтобы они не мешали проезду других автомобилей. Фигурантом уголовного дела в качестве обвиняемой стала 17-летняя жительница Нижнекамска, дистанционно устроившись на работу курьером. Предложение непыльного заработка она нашла в одном из мессенджеров, написала автору. Работодатель много вопросов не задавал, сразу огласил условия и зарплату. Надо забирать деньги и продукты с указанных адресов. Оплата моментально. За наличные 5 тысяч, за все остальное 3. Я в то время не знала, что это незаконно. Это потом она догадалась, почему на непыльную работу с хорошим заработком всегда требуются люди. Курьеры тут долго не держатся. Их быстро задерживают стражи порядка. А начиналась трудовая деятельность 17-летней девушки для нее обнадеживающая. Радовал заработок. Родителям, правда, о трудоустройстве не рассказывала. Получается, там был такой формат, что если денежное, то 5 тысяч, а если продукты, то 3 тысячи. Меня еще тоже то, что там написано было про продукты, я думала, ну это просто как доставка идет. Вот, поэтому тоже поверила. Она смогла выполнить 3 заказа и поехала на 4-й. Самый младший из всех, у кого она забирала деньги, был старше ее самой на 60 лет, самый старший на 72 года. Они расставались с последними деньгами. Кто-то смог собрать 113 тысяч, кто-то смог найти 350. До передачи денег пенсионерам звонили неизвестные, представлявшиеся их родственниками. Звонившие сообщали, что стали виновниками ДТП. Введенные в заблуждение потерпевшие собирали все свои сбережения и передавали прибывшему к ним курьеру. Обманутые пенсионеры сразу же обратились в полицию. Найти девушку, которой они отдавали наличность, полицейские смогли быстро. Сколько в итоге вам заплатили за эту работу? Перевод какой был? Получается, мне сказали с каждого такого оставлять себе по 5 тысяч. Вот, 15 тысяч. Последний раз вот меня поймали. Сейчас по фактам мошенничества возбуждено уголовное дело. Девушка проходит по нему в качестве обвиняемой. Про своих работодателей она ничего сказать не может, никогда их не видела. И, возможно, отвечать за содеянное придется ей одной. Сирина Васильева, вызов 112.
Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.